Докладчиков от компании Альтелеком. Алексей Поскребышев, директор по клиентскому сервису. И сейчас мы посмотрим на работу с клиентами немного с другой стороны, со стороны телеком решений. Как они могут помочь нам в организации работы с клиентом, клиентского сервиса и удержания клиента. Отлично, друзья. А где у нас звукооператор, чтобы сделать потише, потому что голос у меня громкий, я не бритый, но умею играть на рояле. Отлично. Друзья, добрый вечер. Меня зовут Константин Вахрушев. Алексей Николаевич Поскребышев, технический директор компании Альтелеком, сейчас отдает пока на подготовку презентации. Я являюсь руководителем технического сервиса корпоративных клиентов. Алексей Николаевич, технический директор. Я сегодня в пиджаке, он нет. Так получилось. Но, тем не менее, мы сегодня хотим поговорить о том, каким образом сделать наш бизнес более удобным, более прибыльным с помощью одной простой стандартной вещи. Стандартные услуги, и это облачный ТС. Телефония, правильно. Добрый день еще раз, друзья. Я очень рад видеть вас здесь, в этом уютном и прекрасном зале. Я очень рад, что здесь собрались руководители и ведущие специалисты компаний в области ИТ для того, чтобы познакомиться с новыми технологиями, с инновационными и продуктами, которые дают драйвер роста вашей компании. Мы с своей стороны, как сказал Константин, он очень молодец, что представил меня чуть-чуть опередив, пока я занимался презентацией. Сегодня мы поговорим, как сделать бизнес более прибыльным с помощью телефонии. Где наш пульт? Давайте обратимся вместе с вами к мировой ситуации в России и также посмотрим, что у нас творится в Штатах. Если мы посмотрим, что у нас творится в Штатах, то мы с вами увидим, что установленная база виртуальных АТС в Соединенных Штатах начинает расти, так в отличие от того, как обычная телефония падает. Драйверы роста. Почему это так происходит? Это происходит потому, что компании хотят сократить свои расходы на связь, хотят сократить свои затраты на внедрение и тем самым увеличить свою прибыльность бизнеса. Если мы посмотрим с вами, то начиная с 2007 года, когда появилась первая стабильно работающая версия программного продукта, которую вы все знаете под названием Астериск, люди ее начали внедрять. С 2007 года мы видим уже не линейный, а более такой геометрический рост установленных софт-фонов, которые начинают использовать компании. Почему и для чего? В первую очередь 76% используют это на рабочих местах для снижения расходов на дальнюю связь. Во вторую очередь на рабочих местах для удобства и повышения эффективности своих сотрудников. Я думаю, что пора перейти на следующий слайд для того, чтобы вместе с нами ракетообразным образом войти, как это называется, высшие края нашей атмосферы и понять, почему же телефония таким образом может в России у нас сделать бум. Потому что, как правило, отставание от технологий США и России базируется на расстоянии 4-5 лет, бывает до 7 лет доходит. Именно поэтому, учитывая, что в США есть определенные наметки уже по повышению количества софтфонов, мы бы хотели сегодня вас познакомить с решением компании Альтелеком, Дом.ру Бизнес. Это виртуальная АТС. Поэтому мы предлагаем вам вместе с нами сесть в эту замечательную ракету и полететь вперед. Оп, не туда. Все туда. Облачная АТС. Почему? Да потому что из 100% опрошенных на сегодняшний день знают, что такое виртуальная АТС, уже 50% респондентов. 27% собираются использовать эту технологию
уже здесь и сейчас. Причем эти данные, если вы посмотрите, они за 2011 год. Возвращаясь к предыдущим слайдам, мы понимаем, что с каждым годом тенденция использования новой технологии, которая дает драйвер роста компании, она увеличивается. Самые распространенные, хотел бы рассказать, ситуации, когда возникает использование виртуальных серверов, виртуальных SaaS-технологий. Первое, это самое распространенное, это видеонаблюдение в рамках обычного использования корпоративными клиентами. Это говорится об опыте, который мы уже используем. Второе, это, как правило, виртуальные сервера. Это то физическое место, которое мы арендуем на площадках компаний, которые дают нам либо оборудование как место, либо в аренду свое программное обеспечение, что является лицензионным соглашением между компаниями. Ну и третье, это, конечно же, виртуальный АТС. Использование облачных технологий позволяет нам получить услугу с доставкой в офис. С компанией не нужно тратить денежные средства на приобретение самого аппаратного комплекса, не нужно тратить денежные средства на то, чтобы завести дополнительные телефонные линии. Все делается легко и просто. Тем более тема сегодняшних наших докладов – это облачные технологии, которые позволяют эффективно использовать и внедрять их в бизнесе. Облачная АТС, виртуальная АТС по-другому, позволяет все сделать то же самое. Алексей, я бы хотел обратиться сейчас к нашей публике и выяснить частично количество IT-специалистов компании, кто является компьютерщиками, кто является программистами, сетевыми специалистами. Можно руки поднять? Спасибо вам. Люди, которые общаются, используют все наши направления компьютерные, это руководители, управленцы, интеграторы. Руки. Отлично. Я для чего спросил? Для того, чтобы понять, насколько глубоко входить в эту систему, которая сейчас нарисована здесь. И поэтому мы сейчас на первом слайде здесь увидим, как строится вообще наша система. Изначально мы с вами видели и знаем использование обычной телефонной сети. То есть телефонная сеть общего пользования – это тот ФОП, который обозначен серым прямоугольничком. Затем была обычная АТС. ГУЦ – это сеть компании РТелеком, сеть компании Дом.ру Бизнес по городу Ижевску, ну и обычные клиентские телефоны. Что было следующим нашим шагом? Следующим нашим шагом было добавление направления интернет. Странно очень, телефон и интернет. Да, друзья мои, почему? Потому что в стандартной телефонии используются звонки по межгороду, по международным звонкам через циферку 8. Все мы с вами об этом знаем. Так звоним друзьям за границу, тратим кучу денег. Буквально 4-5 лет назад компания Дом.ру Бизнес внедрила в свою сеть номерную емкость 7. То есть мы можем гнать звонки через IP. Поэтому появился интернет. Что, конечно же, снизило затраты на обычную телефонию. Следующим шагом дать нашему клиенту корпоративному удобоваримый вид личного кабинета, где он может делать свои собственные настройки, делать условную, неусловную адресацию и производить какие-либо маршрутизации для своих звонков. Те же самые, допустим, если телефонный номер у нашего менеджера занят, мы можем позвонить на сотовый телефон, автоматически звонок перейдет. Следующий шаг. Добавление к нашему первоначальному виду виртуальной АТС, РТУ. РТУ здесь вот это АТС и виртуальный АТС клиента, у которого есть такие технологические возможности предоставления по концепции предоставления виртуальных услуг. Это городские номера, прямые городские номера. ИВР – это тот всеобъемлющий голос, когда мы, самое часто использование популярное – это такси, наверное. Сейчас, когда звонишь, а там электронная женщина, как говорит обычный сотрудник компании, отвечает мне, что машин сейчас нет. Вот это ИВР. Факс. Причем факс to email, email to fax. Обратная связь, email to email по факсимиле. Голосовая электронная почта, конференц-связь. Все это прогоняется по городской универсальной сети компании РТелеком и предоставляется уже конечному абоненту. Что мы имеем теперь? Мы имеем
самодостаточную, полностью настраиваемую конфигурацию систему, где участником и настройщиком является сам абонент. Уже сейчас абонент может сам настроить все ИВРы, все виды ИВРов, какие необходимо, при звонке вечером, при звонке ночью, при звонке днем, разные виды голосов, разные виды условных ИВРов. Телефонные линии факс to email, email to fax, телефонные линии в виде конференции, конференц-связь между внутренними сотрудниками, конференц-связь добавления внешних сотрудников и все основные функции, которые удобны для того, чтобы использовать телефонную связь. Причем самый главный аспект данного вопроса является в том, что при использовании виртуальной АТС снижаются затраты на телефон, а это означает, что повышается прибыль на наш с вами бизнес. Друзья, мы проговорили сейчас определенную информацию по поводу облачной АТС. Все мы любим всегда сравнивать один продукт с другим продуктом. Ну давай сравним. Давай. Я предлагаю сравнить классическую АТС, которую используют сейчас пока в России, наверное, большинство, и ту облачную АТС от компании Dom.ru Business, которую предлагаем мы. Те плюсы и минусы, которые мы с вами получаем и которые мы видим. Алексей, я бы здесь немножко по-другому вопрос поставил. Все-таки ту классическую АТС, которой мы привыкли пользоваться, и ту телефонию, которую мы хотим себе в офис. Да. Хорошо? Давай. Итак, классическая АТС. Самый распространенный фактор классической АТС – это тот минус, который и ее, наверное, и загубит с течением некоторого времени, это трудная масштабируемость объектов телефонии при внедрении в бизнес. О чем говорю я? О том, что подключив телефонию у себя в офисе один раз, вам придется с этой телефонией никуда не съезжать, это первое. А второе, для того, чтобы подключить 2, 3, 4 дополнительных номера и сделать расширение на внутренние номера, вам придется закупать, ну, самые, наверное, распространенные АТС-ки Panasonic, аналоговые, и тратить на это определенную сумму денег, что качественно меняет определенный вид на то использование классической АТС в виде масштабируемости. В облачной АТС все делается гораздо легче и гораздо проще. Если вам нужен дополнительный номер, то это всего лишь звонок вашему менеджеру с просьбой: мне нужен дополнительный номер. Если вы открываете новый офис, нажатием одной клавиши вы можете объединить эти офисы и сделать так, чтобы внутри вашей компании была короткая нумерация. И она будет. Ограничение в использовании оборудования тоже является минусом. Почему? Потому что для того, чтобы мы сейчас рассматриваем корпоративных клиентов, как правило, это использование аналоговых АТС. При использовании аналоговых АТС для расширения тот же самый IP-поток, для того, чтобы поставить E1, например, в аналоговую АТС, необходимо купить плату расширения. Плата расширения подойдет от одного, максимум двух вендоров. Почему? Потому что первый вендор — это сертифицированный вендор, второй вендор — это, ну, якобы как бы рядом вроде стоял и подсмотрел и сделал свое, но это не тот же самый вендор. О качестве потом производитель оборудования говорит: ну вы же не то поставили. Скажем, free license. Вот такое ограничение происходит в классической АТС. Что же у нас в виртуальной АТС? В облачной АТС у нас нету привязки к оборудованию. Облачная АТС работает по протоколу SIP. Следовательно, мы можем безболезненно и как мы хотим брать любое оборудование, которое нам нравится, с тем функционалом, который нам необходим, и использовать его у себя в компании. Сейчас айтишники перевели твои слова: гнать голос по IP, то есть voice over IP, да? Хорошо. Ограничение функциональности, но сложно очень реализовать, допустим, при желании видеозвонки в классической АТС. Сложно? Сложно. Надо ставить видеооператор, видеокамеру и погнали. Другой кабель еще тянуть. Что виртуальная АТС обычно? Виртуальная АТС мы получаем большой набор функций. Как сказал Константин, и я с ним полностью согласен, это видеозвонки, это получение электронных писем на свой телефон, это услуги fax to email, email to fax, чего нету в нашей традиционной АТС.
И самое главное, вот в твоем, наверное, их переход в мое, в минусы. Почему я минус сегодня рассказываю? В следующий раз поменяемся. В классической АТС не всегда нужен администратор, который будет вам настраивать вашу облачную АТС, а все мы с вами знаем, особенно руководители, когда приходит наш IT-специалист и говорит, у нас добавилось 3 номера, мне необходимо посидеть ночь, чтобы перенастроить все АТС, переконфигурировать все конфигурации и сделать очень трудную работу за эту прекрасную ночь. Трудно управлять телефонией в классической АТС, очень сложно реализовывать дополнительные номера, и для того, чтобы расширять свой бизнес, свое количество внутренних номеров и внешних номеров, нам необходимо постоянно выдергивать системного администратора, внешних специалистов для настройки оборудования и добавления расширения, точнее плат расширения. Я бы здесь еще затронул один такой момент, это когда компания принимает для себя решение замены АТС. Когда мы понимаем, что мы вместо одного вендора ставим другого вендора, и для того, чтобы наш сотрудник IT настроил эту АТС, нам необходимо его обучить. В облачной АТС особых навыков в настройке АТС не требуется. Все делается через личный кабинет в легко доступном и понятно интуитивном доступе. Все так же легко, как в социальных сетях, например. Примерно то же самое. Немножко внедриться туда, буквально посидеть минут 20, и можно уже работать без трудностей. Классическая АТС, к сожалению, приходит к своему минусовому порогу при вопросе экономической целесообразности внедрения и повышения эффективности при работе при классической АТС. Это и стоимость оборудования, это и содержание сотрудника, и зарплата сотрудника, это и профилактические работы. То есть все операционные моменты, которые возникают, операционные и инвестиционные моменты, которые возникают при использовании классической АТС, у нас влияют на наши деньги, которые мы так хотим зарабатывать много и просто мало, и хорошо. Да, но есть решение, облачная АТС. Есть решение, действительно. Вернемся еще к тому, что говорил Константин. Мы добавили, в облачной АТС появляется интернет. Интернет, который позволяет связывать офисы и использовать именно этот канал, а не канал операторов местной связи и платить им за поминутную тарификацию ваших вызовов. Помимо этого, через виртуальную АТС вы можете совершать VoIP-звонки, голос через интернет, и тем самым экономить свои деньги. Из практики этого не было в нашей презентации, я просто сейчас раскрою для вас секрет. Вы меня только не увольняйте потом. Иногда я прихожу на бизнес-ланч в одно из кафе города, где есть Wi-Fi, на компьютере у себя у меня поставлен софтфон, X-Lite, где настроены мои внутренние номера, и иногда, когда мне звонит технический директор Алексей Николаевич, говорят, ты в офисе? Я говорю, да, я в офисе. Вот так вот, да? К нему нужно привязывать GPS. Это не часто бывает, честно скажу. Давайте поговорим о типовой схеме, как мы это реализовываем, как получает абонент и наш клиент Дом.ру Бизнес у себя в компании услугу виртуальной АТС. У нас, как и у любой другой телекоммуникационной компании, есть головная станция. Она вот тут представлена. На головной станции стоит наш программно-аппаратный комплекс. Головная станция подключена к нашей городской универсальной телекоммуникационной сети. Каждый офис клиента, каждый бизнес-центр подключен у нас к городской универсальной телекоммуникационной сети с помощью оптического кабеля. Мы у себя на точке доступа GUTS используем коммутаторы компании D-Link под названием DES1228, который имеет 4 порта оптических и 24 порта медных. К этому коммутатору мы можем подключить абонентскую линию и поставить Wi-Fi роутер, либо еще любой другой роутер для предоставления услуг интернет. И также к этому коммутатору мы ставим голосовой шлюз на то или иное количество портов. Почему мы так делаем? Потому что коммутатор компании D-Link 1228 позволяет разделить и приоритизировать трафик. Мы отдаем приоритет голосу.
Потому что голос, он как девушка. К нему надо очень относиться нежно и ласково. Иначе девушка будет тебе хрюкать в уши и прерываться, когда говорит тебе очень важные слова, особенно при разговоре с своим бизнес-менеджером либо бизнес-партнером. Безусловно. Ну, а я бы хотел рассказать именно то оборудование, которое мы используем при подключении наших корпоративных клиентов. Вопросов по емкости у нас не возникает вообще никакой. Мы начинаем с самого простого, самого менее емкостного оборудования. Под емкостью я определяю количество портов фон, то есть для подключения телефонных аппаратов. Значит, здесь нету пока оборудования, не отрисовали почему-то. Мы можем использовать в том числе и IP-телефоны. Об этом я хотел бы сказать. Но сейчас мы поговорим про шлюзы, такие медиа называемые. Первый это Linksys PAS-122. Linksys это вторичный вендор Cisco, всем известный как вендор компании, да. Два порта, 100 мегабит порт Ethernet, подключается напрямую в наш коммутатор. 1228, на некоторых узлах у нас стоят Cisco. Все они подключены по оптике. Можно подключить два аналоговых телефона. Второй шлюз тот же самый Linksys, но моделька уже попрактичнее, побыстрее, получше. Linksys PA2102. Также два FXS порта, также возможность PSTN и постоянное наличие обновлений. Более объемные шлюзы это аудиокодесы MP204, где 4 означает, что это 4 FXS порта. Возможно подключить 4 телефонных линии, 4 телефона, 4 внутренних номера, настраиваются на портах. Ну и для больших компаний, вот буквально вчера мы поставили 3 шлюза MP124, где 24 это количество портов, то есть мы для одной из компаний сделали 60 номеров, внутренних номеров и там порядка 20, наверное, внешних номеров. При всем этом в рамках работы виртуальной ТС все эти 20 номеров внешних они смогли правильно распределить между собой и сделать те переадресации, которые им необходимо, получить факсовые сообщения. День внедрения они работают сейчас уже. Ну, по крайней мере, сегодня не звонили. Какие же преимущества мы в этом всем видим? Экономия на инсталляции и ежемесячных платежах. Благодаря наличию пакета минут мы снижаем вообще платежи за нашу телефонию. Пакет минут там включает в себя количество внешних звонков, количество внутренних звонков и так далее. Подключиться можно через интернет к нашей телефонии без формирования отдельной абонентской линии. Для тех администраторов, которые для себя выбирают определенные критерии безопасности и не основываются на технологиях провайдеров, здесь возможно подключение в том числе через VPN, там, IPsec и так далее. Доступен пакет минут, который позволяет сэкономить до 80%. Ну, грубо говоря, 100 рублей платили, платим теперь 20% за междугородние и международные звонки по направлениям, которые нам необходимы. Выгода? Выгода простая. Мы предлагаем вам направлять ваши ресурсы на развитие своего бизнеса. Направлять туда, где это необходимо. Где экономить, мы показываем. Как благодаря облачной ТС можно эффективно еще и управлять телефонной инфраструктурой нам? Это можно делать с помощью 3 основных китов. Настройка производится в течение нескольких минут в личном кабинете. Для работы внутреннего абонента, который находится иногда дома, а такое мы начинаем уже практиковать, и даже мы начинаем практиковать, как вы видите и узнали сегодня в нашей компании, абоненту всего лишь нужен доступ в интернет. Он может у себя поставить либо софт-фон, который это будет либо на планшетнике, либо на телефоне, либо еще на любом, тот же самом ноутбуке, либо дома у себя на домашнем своем рабочем компьютере. И также можно делать, переносить телефоны с одного места на другое. То есть вы не привязаны к какому-то месту и вы не привязаны к офису. Сегодня ваш офис 5 человек, и вы снимаете кабинет 20 квадратных метров. Завтра ваш офис 100 человек, и вы занимаете один из этажей крупного бизнес-центра города Ижевска. При переносе этого номера мы не ограничиваемся теперь 2 столами. Да.
даже не ограничиваемся 2 городами. Компания Артелеком — это 43 города по всей Российской Федерации. В любом городе мы можем реализовать этот виртуальный ТС. Мы раздвигаем границы. Да. Выгода эффективного управления телефонной инфраструктурой, что снижает финансовые затраты на ее поддержку, реализацию и настройку. Повышение привлекательности компании – это, конечно же, заглавная наша аудиальная информация, которую мы получаем при звонке, то есть наши ИВР, голоса, которые записаны про нашу компанию, приветствие компании, музыка, которая, как нравится мне звук, наши голоса, которые записаны при приветствии наших клиентов, и теперь любой звонок, который возникает в нашей компании по входящим номерам, он никаким образом не будет пропущен, потому что есть здесь еще и голосовая почта. Та голосовая почта, сообщение которой приходит на электронную почту, настраиваемую заранее, конечно же. Отсюда выгода, доступность компании для клиентов. Все клиенты всегда смогут дозвониться до вас, и мы повышаем с вами лояльность. Что же такое лояльность? Это то, о чем мы поговорим чуть попозже, благодаря этой функции мы сможем просто не упускать ни одной копейки мимо из нашей компании, во-первых, и не упускать ни одного клиента где-то там рядом, посмотреть, чтобы все к нам. Мы хотим, чтобы каждый звонок, который был совершен в нашу компанию, он был принят. Очень приятно, когда я звоню в ту или иную крупную компанию, это будет сервисный центр, это или будь колл-центр, и через определенное доступное время, в течение минуты снимается трубка, и я либо слышу IVR, с помощью которого я могу выбрать ту или иную функцию, узнать ту или иную информацию, либо я перевожу свой звонок на консультанта, и консультант консультирует меня. К чему мы идем? Мы идем к подробной статистике вызовов. С одной стороны, это человек, который звонит, с другой стороны, это руководитель, либо ведущий специалист, который хочет проанализировать, где и как ему можно оптимизировать свои затраты и улучшить свой бизнес. Где и кому нужно помочь. Может быть, поставить наставника, который расскажет менеджеру, как эффективно продавать, проанализировав количество звонков, совершенных и потраченных денег менеджерами компании одного отдела, либо... Ну, раз уж предыдущий докладчик договорил уже о кейсах, так я хочу для вас теперь кейс поставить один. Представьте, что вы руководитель супервайзеров, и у каждого супервайзера по 20 телефонных продажников сидят на телефонах, у них там сделан определенный колл-центр, и вам необходимо понять, какова же эффективность продаж, где новый сотрудник, которому необходимо немножко поднять его уровень, статус и навыки, где тот человек, который продает на все 100%, чтобы показать в пример самую лучшую продажу того продукта, который вы сегодня реализуете. Вот для этого нам следует обратить внимание на статистику подробнее более. Мы видим, когда, какой звонок был произведен, кто абонент, в какой город, для того, чтобы ограничить внешние звонки в другие города, если работа по бизнес-процессам сотрудника, она не преследует их отдел. Ну и самое главное, это ссылка на запись разговора. То есть все разговоры в нашей компании, особенно для того, чтобы проверить результативность, эффективность и навыки сотрудников продающих организаций, она задействована вот в этой статистике. Мы можем посмотреть, послушать. Теперь на каждого супервайзера нагрузка меньше, и он занимается уже чисто руководительской, организационными занятиями. Почему? Потому что для того, чтобы посидеть со своим сотрудником на протяжении вечера или дня и посмотреть, послушать, как он продает, как он общается с нашими клиентами, у нас есть автоматизация. Мы можем поднять любой звонок в любое время благодаря нашей статистике. Выгода здесь, я думаю, что не стоит уже по этой статистике говорить, все и так все понимают. Ну, а что такое переадресация телефонной конференции и виртуальный факс? Телефонные конференции устранить дистанционный барьер в кратчайшие сроки между сотрудниками компании. Возможно обсудить между собой деловые вопросы. Можно сидеть в кафе, на работе и также обсуждать с сотрудниками компании свои деловые вопросы. Облачный тест позволяет заранее настроить переадресацию вызовов, то есть если вы понимаете,
что звонки, которые поступают на ваш телефон, очень важны для вас. Возможно, в своем личном кабинете настроить такую функцию, когда поступает звонок на ваш телефонный номер городской, после отбоя 4 звонков звонок переходит на ваш сотовый телефон, либо на телефон, внутренний номер сотрудника, который является вашим заместителем. Выгоды. Выгоды явны и они очевидны. Удобные функции позволяют значительно упростить выполнение задач. Мы предлагаем эти функции использовать вам и вашим компаниям в своей работе. Остановимся более подробно на тех звонках, которые я говорил через 8 и через 7. Стандартные звонки через 8 проходят, как правило, 4 уровня адаптации для того, чтобы от конечного абонента пришел звонок к нашему абоненту на другом конце линии. Это абонент, это местный оператор, зоновый оператор, оператор дальней связи. И с другой стороны все то же самое, в обратную, да, то есть зоновый оператор, местный оператор и абонент. Вот, это те 8 шагов, которые складывают между собой все суммы, которые мы платим за 8, и таким образом появляются многочисленные долларовые эквиваленты, вот здесь вот в конце линии, да, которые складывают стоимость вашего звонка через ТФОП, через обычную телефонную линию по 8. Что же происходит через 7? Если мы используем 7, тогда абонент звонит через АТС свою, звонок проходит через интернет, приземляется на АТС оператора того абонента, к которому он подключен, и раздается звонок в телефонной трубке вашего клиента. И самое главное, теперь мы можем четко планировать наш бюджетный фонд, потому что от нашего бюджета запланированного мы сможем отталкиваться при реализации тех или иных международных, междугородних операций. Мы рассмотрели экономию и посмотрели, что получается даже на своих звонках. Мы увидели, что экономия достигает 80%. Ну, надо подытожить, наверное, уже, да? Я думаю, да. Возможности современной телефонии. Помните, мы в самом начале с вами задавались вопросом, как только благодаря одной телефонии можно повысить эффективность. Друзья, одним способом — использовать все новшества, которые предоставляет нам виртуальная АТС. Вот те функции, которые сейчас, на данный момент, уже можно реализовать в рамках виртуальных АТС. Это низкая стоимость оборудования, как основной фактор подключения масштабируемости, повышение доступности компании при внедрении ИВРов, отчетности, колбеков, follow me, так называемых, и так далее. Возможность анализа эффективности рекламы – это тот кейс, который я вам предлагал, про организационную структуру супервайзеров. Возможность анализа эффективности отдела продаж, в том числе повышение воспринимаемого статуса компании. Это тот уровень статуса и тот ИВР. Извиняюсь. Я расскажу просто тонкости. Столкнувшись с обслуживанием виртуальных АТС, а я являюсь руководителем технического сервиса корпоративных клиентов, сейчас на рынке Удмуртии, Ижевска, скажем так, благодаря внедрению виртуальной АТС борются за голоса. В том числе, если мы раньше подавали рекламу на какое-нибудь радио, боролись за голос, который будет озвучивать нашу рекламу, то теперь есть целые структуры и, скажем, около радиобизнеса, где ребята борются за голоса, которые поставят на ИВР та или иная большая компания. Ну, даем развитие, толчок определенно, хорошо это. Снижение ежемесячных расходов на местную телефонную связь. Плюс, сейчас я бы хотел, чтобы так, да. Согласны со мной? Да, молодцы. Снижение ежемесячных расходов на междугородную и международную связь. Про 7, я думаю, что мы более качественно и более доступно уже все объяснили, дальше двигаться некуда. Долларовые эквиваленты мы посмотрели. Возможность объединения в одну инфраструктуру территориально расположенных офисов. Это то, о чем мы говорили, когда мы уже рядом с стоящими столами не ограничиваемся, а ограничиваемся рядом с стоящими, точнее, не ограничиваясь даже рядом с стоящими городами. Возможность для значительного повышения эффективности бизнеса за счет высокой управляемости. Теперь вам можно снижать затраты на поддержку, на настройку и направить свои IT-структуры на решение более важных задач, нежели настройка АТС в рамках вашей компании. А более важные задачи, я думаю, сегодня уже многие озвучили. Это организационные структуры нашего бизнеса.
И, друзья, резюмировав все то, что мы сейчас сказали одним предложением, можно сказать так, что облачные технологии, они дают рост выручки предприятия, любой компании. Об этом наш доклад сегодня с Константином и об этом те доклады, которые сегодня здесь говорят другие спикеры. Друзья, я бы хотел сейчас вас попросить сделать одно действие, точнее 3. Вот у кого правая рука есть, поднимите правую руку мне, покажите. Все подняли? Сейчас ручку возьмите вот в эту руку правую. Все взяли? И я пошучу, конечно, не обижайтесь, кто не взял, тот вонючка. Шучу, друзья, извиняюсь. Вот сейчас пощелкайте ручками, пожалуйста, чтобы все услышали, как тут. Классно. Спасибо. А теперь надо левую поднять руку. Левую поднять руку. Есть телефон сотовый, нет? Ничего я не делаю. Я просто левую руку. Уже меньше. Почему? Потому что ручек не было, надо было записывать. Но сейчас 2 руки поднимите на собой, пожалуйста, и просто похлопайте за то, что 2 человека выходили сюда. А теперь, друзья мои, самое главное – это выгоды. Те выгоды, которые мы должны понять. И я бы хотел, чтобы эти выгоды вы просто прочитали, мы их не будем озвучивать. Почему? Потому что у нас сейчас есть 2 сюрприза, подарка, да, которые мы бы хотели вручить тому человеку, который на основании этих выгод сможет рассказать свой кейс, где бы у себя в компании он внедрил виртуальный ТС и почему. Кто вот такой самый смелый и все понял? Кто готов к нам выйти и об этом рассказать? Можно с места, чтобы это все прошло гораздо быстрее. Можно даже не говорить о том, что, извиняюсь, не говорить о том, что мы сейчас возьмем виртуальный ТС, а просто виртуально представить, где, в какой компании вы бы у себя смогли использовать данные наработки для того, чтобы повысить эффективность вашей работы. Меня зовут Владимир. Я думаю, это очень хорошее подспорье для работы с фрилансерами, которые работают дома или в Таиланде, как сейчас можно. То есть мы, менеджеры, находясь в офисе в Ижевске, можем входящие звонки, которые не можем решить сами, переводить прямо на них. То есть в Таиланд, да? Или где-то он выехал на объекте, работает наш инженер. Вот, то есть вот это, мне кажется, большой плюс. Спасибо. Кафе вы сами озвучили, да ведь? Ну, вот такой вот сюрприз от компании Dom.ru Бизнес для того, чтобы установить у себя дома и смотреть на тех ребят, которые у вас в Таиланде сейчас. Это веб-камера. Аплодисменты, друзья. Самый основной слайд. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. За самый интересный вопрос Алексей Николаевич, я думаю, подарит еще один сюрприз от компании Dom.ru Бизнес. Вопрос технического плана немножко непонятно. По какой-то причине у нас, допустим, интернет-провайдер не Dom.ru, другой, соответственно, имеем ли мы возможность тогда использовать АТС облачную и какие требования к этому провайдеру у нас будут, то есть к интернет-подключению какие требования? Ну, основываясь на том, что звукооператор не спит, спасибо большое. Основываясь на этом, хочу ответить, значит, начиная с ширины канала, который должен быть стандартно предоставлен для голосового трафика, одна канальная линия – это 64 килобита. То есть вы должны рассчитывать свою линию, исходя из обычных протоколов стандартных. Что в E1, что в SIP-технологии, да, в протоколе. Касаемо реализации через внешних других провайдеров, все же компания Артелеком – это оператор полного цикла, полного спектра предоставления услуг. И если основной офис у вас подключен к интернету совместно с виртуальным ТС, то мы можем дать такую возможность, мы готовы реализовать. Ежели вы хотите взять только номера, то мы не можем гарантировать вам предоставление качественных услуг, потому что это качественные услуги. И основывается на линии предоставления передачи
другого провайдера, но мы не можем отвечать за его техсервис, за его предоставление услуг, поэтому все же мы бы хотели основываться на подключении компании Дом.ру. Ответил на вопрос? Спасибо. Меня зовут Кирилл. Вы очень так здорово все рассказали это, и сразу видно, что это очень хорошо применимо в бизнесе, в больших компаниях. И вот тут упомянули фрилансеров. Вот я как фрилансер хотел бы рассмотреть такой вопрос лично для меня. То есть для совсем маленького бизнеса, для одного человека, насколько это применимо, какова стоимость хотя бы? В рамках одного человека необходимо понимать, для чего это вам необходимо. То есть только для того, чтобы получать факсы, я думаю, что нет. Ну, скажем так, у меня есть свой сервис, это софт, и мне необходимо от моих клиентов принимать звонки. В частности, меня интересует ИВР, и в том числе, когда я, допустим, какие-то свои задачи получаю. Спасибо. Значит, по ценам. Выйдя из зала, там есть брошюрка, там все цены озвучены, телефоны, номера наших отделов продаж, они тоже написаны, указаны. Что касается использования в рамках маленького бизнеса, как вы выразились, да, все абсолютно прозрачно. Использовать как в большой компании, так и в маленьком. У нас есть шлюзы, которые я показывал на 2 подключения, куда вы можете подключить 2 телефонных номера обычных. При этом всем, находясь в кафе, как уже было озвучено, принимать те же самые звонки, делать переадресацию на сотовый телефон. Здесь нет разницы, какое количество сотрудников у вас. Абсолютно никакое. Здесь есть большая разница. Если мы хотим поднимать уровень своего бизнеса, главный вопрос хотим, то мы будем это использовать. Если сейчас пока есть какие-то остановочные моменты, мы готовы с ними пока поработать, поговорить по этим моментам. Но использовать это можно как одному, как двум, как максимально пока сейчас 60. Вот буквально вчера я говорил, 60 номеров. Все. Минимально сколько используется? Минимально? Сейчас. По-моему, 5. Вот. Большое спасибо докладчикам. Я прошу прощения, у меня небольшой вопрос. Еще один вопрос. Да, добрый день, большое спасибо за доклад. Вопрос какого рода? Для любой компании очень важны ее клиенты, и когда дело касается каких-то определенных интернет-технологий, сразу стоит вопрос о безопасности, о приватности, о защите информации. Скажем так, с кого идет последний спрос и за утерю информации, либо за ее возможную утечку, и что делает компания «Ваш дом» для того, чтобы личная информация и информация по работе с клиентами оставалась, скажем так, только внутри компании. Спасибо. Я понял вопрос. Наша компания Дом.ру Бизнес. Прозвучала компания «Ваш дом», что делает. Я не знаю, что делает компания «Ваш дом», я к ней очень хорошо отношусь. Что они делают для того, чтобы обезопасить себя, я не знаю. В рамках компании Дом.ру Бизнес я хочу сказать так, что все технологии SaaS, все технологии виртуальных реализаций, это и серверные технологии, и хранилища, лицензионные соглашения по программному обеспечению, они гарантию на обеспечение сохранности берет на себя оператор. Тот, который предоставляет вам физическое, да? То есть мы вам не даем админку для того, чтобы там sudo bash и поехали, что там в Linux ковырять. Да, мы не даем такую админку, мы даем вам веб-представительство, в котором вы делаете все настройки. Вот сохранность данных. В рамках того, как обеспечивается защита от взлома, от хакерских атак и так далее, об этом сейчас я говорить не буду, потому что это засекреченная информация. Как только вы придете в нашу компанию, мы об этом с вами поговорим лично. Времени уже нету, к сожалению, да. Предлагаю поделиться с победителем. Да, с победителем. Алексей, я все-таки считаю, что малому бизнесу шаг вперед, да, и поэтому для вас вот такой презент. Это вот такой зом-трость. Я сейчас спущусь и принесу. Мы вас благодарим за то, что так интересно послушали нас, интересно рассказали. Алексей Николаевич Поскребыш, технический директор. Константин Вахрушев, руководитель техслужбы корпоративных клиентов. Друзья, спасибо вам большое. Нам было очень приятно сегодня здесь находиться в этом зале и выступать перед вами, рассказывая про нашу технологию.
Спасибо большое всем, кто задал вопросы. Мы с Константином еще здесь. Мы готовы пообщаться и ответить на те вопросы, которые вы не успели задать здесь сейчас, потому что мы ограничены временем проведения данного мероприятия. Большое всем спасибо.